надо, Артем, а у тебя? Ну, я штук 5-6 сделал, нормально шло. Вот. А потом да, забуксило. Давайте проверим. Давай, Артем, то, что у тебя есть, посмотрим, а потом сделаем вместе как бы по самого начала, скажем. На уроке мы не делали, начиная с лежаны. Вот. Ну, остальное мы сделали, да. Толалте, пинальос, лымыен, лежало. Умой Зимой. и... Ну да, зимой дети кидаются снежками. Лежаны, это даже, если точнее, кидают чем-то, а лежащикны кидаются. И да. поэтому здесь лучше смотреть в паре. Значит, лежащикны – это возвратный глагол. У него не может быть аккузатива, у него не может быть винительного падежа. Поэтому вот огогзес – это винительный падеж как раз. Поэтому во втором случае будет переходный глагол, то есть лежаны, а в первом случае будет лежащикны. То есть здесь можно даже чисто механически, чисто визуально определить, решить. Почему? Там, где есть шк, это как в русском кидаться. То есть кидают друг друга, да, кидать и кидаться. Кидаться не может быть с винительным падежом. Кидаться чем-то, кидать чем-то, но кидать в кого-то или кидать кого-то, не очень хороший пример, ассоциация с русским языком. Но тут будет толалте пинальос лымыен лежащко и толалте пинальос огогзес лымыен лежало. То есть тут лежаны именно допускает наличие аккузатива. Первые лежащикны. Да, то есть первый перевод будет зимой дети кидаются снежками, а второй зимой дети кидают снежки друг в друга. Да. Тут вот как бы весь ответ в огогзес. Это друг друга, кидают друг друга. Оля, а можно попросить, если есть лабртом в электронном виде, да. Можно ли в чат кинуть? Сейчас я вспоминаю, у нас это, наверное, было вставлено в демонстрацию. Сейчас я открою презентацию с последнего урока. Да, там было в презентации. Всем привет. Да, дядя Бур. Привет. Мой есть. Дядя Бур. Что у меня глючит экран сейчас. А может я тогда у себя открою или, всем, чтобы, наверное, было. Я могу скинуть в чат в скайпе. А тебе удобно, если в чате будет, да, Рома? Да. Вот, а то я Марину еще нашел, а лабортом у меня что-то нет тут, и я... Сейчас я тоже открою, у меня уже пошел процесс, хотя и медленно. Я уже скидываю, Оль. Да, ладно. О, тау. Умой. Надя, мы разбираемся с Гуртеуш, 169-я страница. Да. Висьяны и висящканы, да, висьяны разделить что-то, тоже будет предполагать наличие аккузатива. Висящканы выделяться, отделяться, у него не может быть аккузатива. Поэтому, Артем, еще попробуешь, да, раз ты сделал, говоришь, вроде как. А я вот это не делал, потому что мы это сделали на уроке. Но в той презентации, которую ты послала, там это было, вот по визьяны. Понятно. Ладно, все, тогда Разве? здесь шпиос. Или я обманываю. Да, я обманываю. Там полюканы было. Да. Ну и что у нас тогда здесь будет, Артем? Так, сейчас шпиосты. То есть здесь шпиосты кого? Ягнят, да? Тут есть аккузатив.
надо ягнят отделить от матери, от овцы. Угу. Ну, значит, вещаны. Да, висьянкуле. И, соответственно, следующее предложение в повелительном наклонении. Не делай что-то. Да, не отделяйся от своего народа, ну, от народа просто. Да. Не отделяйся. Ты не отделяйся от народа, тогда тон, калык-лещ, эн, вещащ, киш, сейчас, кишкы. Повелительное мы как раз сегодня вспомним вот все, что можно делать с глаголом. Повелительное строится как? У нас есть глагол висящкны, мы отсекаем от него суффикс ны, да, н висящкы. Висящкы выделяйся, отделяйся, а н висящкы не выделяйся, не отделяйся. Тут именно не выделяйся будет. Угу. Понял. И мой, так, и calculation висящик здесь не то чтобы отделяться, тут именно не выделяйся, то есть не делай так, как народ не делает. Вот тоже такая характерная фраза. И люканы, люкишканы, да, это вот то, что я вам вроде рассказывала. Люканы поделить что-то, то есть это переходный глагол, у него может быть аккузатив, а люкишканы расстаться, разделиться, то есть возвратный глагол. Надя, Оскар Тода, Надя, попробуешь? Ильнянес кыклы люкуны куле. Шонер, люканы в первом случае, потому что ильнянес тесто надо поделить на две части. Напополам. Да. Ниль кыклы люкишке. 4 делятся на 2. Да, и в русском языке тоже зачастую совпадает возвратный с возвратным. Угу. Дальше. Тёма, попробуешь, может быть, кылыны это слышать. То есть я услышала, например, да, а кылышканы послышалось. То есть услышалось, послышалось, как бы такой пассивный получается глагол. Ну, давайте рискнем. То есть кылыны может быть тоже с аккузативом, а кылышканы не может быть с аккузативом. Еще бы вспомнить все эти аккузативы. Аккузатив это as, yes, is. Первое получится мон, толон, шудо, иурес, кылыны. Да, Просто. кылыны, но как это будет форма? Я услышал прошедшее время. Кылёс. Кылы, кылы. Просто кылы. Кылы. Угу. Кылы. То есть я вчера услышал счастливую новость. Монтон шудо его рез. Кылы. Угу. И следующее предложение будет переводиться скоро. Счастливая весть услышится во всей деревне. Джоген, шудо, ивор, кылышкишко. Кылышкос. Кылышканы надо из него сделать будущее время. Кылышко. Кылышкос. А, точно. Кылышкос, быдес, гурте. Послышится, услышится во всей деревне. Мой. Манышко мажвань. Дощашкины готовится. И дощаны готовит что-то. Да, Артем сказал туда? Угу. Кониос, толы, пушмыли, дощело. Дощало, шонер, да, они готовят пушмули, Да. это орехи. Да, белки на зиму готовят орехи. Да. Угу. Гондырьёс, толалталы, кей, люкаса. Так, сейчас, дощечке. Их много. Их много, значит, сейчас, дощечко.
Шонер. Угу. Кей люкаса, накапливая жир. Да, это у нас две части. Люкаса как? Каким образом? Угу. То есть медведи на зиму, собирая жир, готовятся. Грыны и грищкны. Да, здесь тоже грыны что-то, переходный глагол, у него может быть аккузатив, пленительный падеж. И грищкны спахиваться, у него не может быть аккузатива. Надя, сказал Тома. Ага. Ажло адемиос музьемес герьен грылям. Угу. Умой. Музьемес, да, то есть тут аккузатив. Тут много вариантов могло быть сложная форма прошедшего времени. Грозывал, например, грыля, да, или грызы, очевидная форма. То есть тут много вариантов, потому что это прошедшее время, и от глагола грыны, потому что это переходный здесь, потому что пахать что? Музьемес. Угу. А вот у меня проблема с переводом здесь. Раньше люди землю вспахивали, а чем? Герыен это что? Геры это плуг. Угу. Плугом. Отсюда слово гербер, за плугом. Когда посевная заканчивается, уже логично, что это за плугом, празднество, окончание сева. Угу. Так. Это я таких вещей не знаю. Я думаю, что многие носители не отдают себе отчет, что это связанные вещи. Ой, просто знают и живут. Ну, у нас просто гербера вообще нет. Я только в Москве узнала, что гербер, удмуртский праздник есть такой. А как у нас же Сабантуй. Сабантуй. Это татарская. Да. Но это у всех, которые... Вот. Ну, у нас тоже, у меня... еще кто-то. У меня тоже в районе, по крайней мере, у нас в деревне называют либо карбан по-бессермянски, либо называют кашащион. Вот все мое детство это называлось кашащион, потому что не было никакой ритуальной составляющей. За советское время все это выбили. Это был такой колхозный праздник, как такой, не знаю, как первомайский праздник, когда... Ярмарка. Да, когда все собираются на поляне, там варят кашу, там какие-то игры, забавы. В общем, такая тусовка, большая вечеринка. Вот, у нас в Крахове, кстати, никогда не проводили. Гербер проводили только Сабантуй постоянно. Ну, это, видимо, именно... то есть татары проводили Сабантуй, а удмурты не проводили, да? Ну нет, это именно Гороховский район проводил сам праздник Сабантуй. Да, у нас тоже, нас удмурты Сабантуй проводят. Ну, видимо, вы называете уже под тюркским влиянием Сабантуем. Но вообще это проводили, то есть бывает обычно как? В июне. Есть общереспубликанский гербер, да, обычно в июне, в конце июня. И обычно есть у каждого сельского поселения свой праздник. Да, у нас тоже, да. Или маленький. Да. И в каждой деревне еще вот в районном центре еще большой, побольше Сабантуй. Да, может быть еще и районный, да, бывает. И дальше смотрим, потыны выйти, потыны вывести, опубликовать. Я не сделала второе. А сейчас мы будем все вместе делать. Да, потыны, то есть выйти, подтыны вывести, а подтыны кого-то заставить вывести. Второе предложение мы не доделали, там, где говорит. Али музьем тракторен гришке. Гришко. Гришке. Да, потому что здесь музьем подлежащее, оно вспахивается, да. Возвратный глагол, земля вспахивается. И давайте попробуем. Тёма, давай попробуем. Но это будет сложно очень. У меня просто... Я вообще не понимаю, как вот эти... Я думал, просто надо подставить глаголы уже в тех формах, которые они есть, а их надо, оказывается, еще переделывать. Но если ты подставил в форме, это уже хорошо, потому что это уже полдела. Ну вот смотрите, я вам буду подсказывать. Нюэскыш баджим гондыр. Из леса большой медведь
Выходит. Вышел. Выходит. Или выходит, да. То есть здесь какой глагол выберете? Первый. Вот Первый первый. потыны просто. Да. Потыны у нас надо поставить либо в настоящее время, либо в прошедшее, либо, ну, на всякий случай, можно и в будущее, да, выйдет из леса, выйдет медведь. Вот. То есть, если в настоящем времени, это поте, да, сейчас поте, потис в прошедшем времени или в будущем потос. Угу. Дальше. Пуны дичес карыштыс быштыс кутыса собака лису из ее норы, схватив за хвост, вытащила, вывела, да, как бы, то есть это она ее... Заставила выйти? Да. Вытащила. Последний, когда под цены. Нет. Нет? Нет, это... А, под цены просто? Да, под тыны, под тиз. То есть она ее вытащила. То есть выйти самому и вытащить кого-то. Есть под тыны выходить самовольно, по собственному желанию, а под тыны кого-то вытащить. А под тыны это заставить кого-то вытащить. И как раз вот последнее предложение она емоне азбариш жагес под тытиз. Под тытиз. Да, это будет означать заставила вытащить. То есть тут двойная Т. Одна Т уже относится к тому, чтобы сделать вынос, как бы, да, то есть потыны просто это выйти. Подтыны заставить выйти, то есть вытащить, а подтыны заставить вытащить кого-то. Угу. Да, гожьяны мы, по-моему, с вами сделали. Выджины – это читать что-то. Выджишканы – читать как процесс, то есть возвратный глагол. Выджитыны – заставить читать кого-то что-то. И выджишкатыны – заставить читать как процесс. Да? Артем, попробуешь? Оскал тода? Ага, так, Пинальос, Выжекыльосын, книга. Дети сказочную Книгу со сказками. Угу. Книгу со сказками, наверное, просто читают. Это как длительный процесс. То есть лыджиш. Тут есть объект, тут есть аккузатив. Книга. Значит, лыджины. Значит, просто лыджо. Шонер, тоже мой. Книга лыджо, читают книгу, да, то есть это первый у нас лыджины глагол идет сюда. Да, дальше. Так, я, да? Да. Пияшес, урокын, вирос. Так, мальчик. Здесь пияшес стоит в аккузативе, да, в винительном падеже. Мальчика на уроке рассказ попросили, заставляют, заставляют читать. То есть тоже есть как бы аккузатив, значит, лыджитыны. Шонер. Мальчика, значит, лыджите. То. Ну, по умолчанию мы делаем множественное число, заставляют. Не один, а множественное число, то есть лыджито, правильно, тут у нас третий глагол лыджитыны, то есть заставлять кого-то что-то читать. Тишетиш, анай атай йослы демлан, сетиз пинал йостес. Учитель родителей. Родителям дал рекомендацию. Да. Дети. Так, тес. Здесь вот там есть аккузатив, да, как бы заставьте детей читать, но нет читать что? Да, но это значит тогда последний. Да. Так, лыджишки,
то соваш куцкис вич арес. Не-не-не, это уже следующее предложение. Угу. Пинал йостес лыджишкыте, например, да, так может быть. То есть ваших детей заставьте читать. Лыджишкыте, сама сейчас думаю, что это за форма. Пинал йостес лыджишкыте, пинал йостес, душа тысяча на это, сюда мальчик, лыджишкыте, ветле. Но это как повелительное получается. Лыджишкыте. Да, то есть заставляйте читать. Или можно сделать пинал йостес лыджишкытоно. То есть надо заставлять читать. Можно через оно. Соваш куцкис вич аресксен. Так, он рано встает 5. Ваш это рано куцканы начинать. Он рано начинает, да. 5. А вот аресксен. Арескшен с 5 лет. Ведь арескшен с 5 лет. То есть как бы точка во времени. С этой точки. Он начал читать, да, с 5 лет. Рано, да. Да, рано, с 5 лет. Ну, значит, лыджишкны. Что нет? Он, значит, лыджиш ке соваш куцкис ведь Здесь начальную форму можно оставить. Он начал рано читать, как в русском языке читать в начальной форме, ничего не меняется. Ага. Тоже мой, Артем. Так, у нас Надя, да, теперь? Ворны шить что-то. Логичкны шить как процесс, то есть здесь не может быть объекта. Во втором, вуришкатыны кого-то заставить шить, но без объекта, то есть просто как процесс. И вурытыны кого-то заставить шить что-то. А тут все как раз почти по порядку. Ну ладно. Мон вуришкыны яратышко. Шонер, да, как Я процесс. люблю шить. Да. Анаемыным чебердерем вурис. Шонер сшила платье. Мама красивое. сшила платье, Есть да. аккузатив. Так, в третьем там вуришкытыны, наверное. Мон бускельме пиелы куртка вуришкыты. Вуришкатыны не может быть объектом. Тут у нас я заставила, попросила соседа. Да, вурыты, потому что куртка здесь есть аккузатив. Заставила или попросила сшить куртку. Вурыты. А бускельме это что? Это аккузатив с притяжательным суффиксом. Мой сосед Бускеле, а Бускельме моего соседа. Или мою соседку, логично. Мы просто сосед, наверное, по-другому совсем говорили. Ну, это южное слово, и северяне его тоже не говорят. Да? Надо совсем какой-то быть. Совсем так, южное. И нылме, еще одно предложение. Нылме вуришкытыны поте. Конструкция с поте, как мы ее строим? Я хочу, мне хочется что-то. М на конце надо, да? Да, мы делаем от глагольное существительное. Вуришкытем. И для идеальности вуришкытеме поте, то есть мне хочется. Вуришкытеме поте. Ага. А там двойное М на конце, да? Вуришкытеме? Нет. Мне хочется заставить ее шить. То есть у нас был глагол вуришкыны, мы от него, вуришкытыны даже, вуришкытыны, вуришкы, и мы из него сделали отглагольное существительное за счет ем, да, то есть ем, у нас суффикс отглагольное, вуришкытем, и плюс лично притяжательный е. Вуришкытеме поте.
Мгм. Умой. Мгм. Султыны и султытыны. Султыны вставать самому, султытыны заставить кого-то встать, то есть поднять кого-то, да? Тёма, М. Чукна мон вач. Утром я рано встал. Получается, или встаю каждое утро, поэтому в настоящем времени можно. чукна мон вач султышко. Шонер, И солдат ёсты оди краде. Это один ряд солдатов. в один ряд солдатов ставят. Солдаты стоят, да, поставили в один ряд. Солдат ёсты оди краде султыте. Султыте. Как-то так, нет? Султыто, например, они султыто, да, то есть они ставят их. Султыто. Султыто. Умой. Будыны и будетыны. Будыны – это расти, а будетыны – выращивать, то есть заставлять кого-то расти. Угу. Артем. Мгм. Нюлес кушлен шорас ик одиг гене кыз буде. Шонер, тоже мой. Ньюэскуш – это лесная полянка, то есть в центре лесной полянки только одна елочка растет. Угу. И Пищай бакчая строс пертем щечкаосты будесте. будете. Будете, да. Будете. Угу. Это бабушка пищай. Да, На огороде много цветов, а вот пертем, разные. много разных цветов растет, Выращивает. выращивают, да. Выращивает. Умой. Баштыны купить. Баштыны заставить купить. Надя. Мгм. Лавкаись симпелы тебер... Вот у меня проблема тут с переводом. Тебер щуймунё баштиты, что ли? Нет, если мы Башти? сравним башти, да, перевод следующий. Шинпель В это магазине? на память, да, буквально щин это глаз, Глиняный пель, куб? ухо. Да, глиняную игрушку купила на память. Из магазина купила глиняную игрушку на память. Вот. И в следующем предложении вот тут то, что есть эшме моего друга, да, заставил купить моего друга. Из-за этого мы сюда вот второй глагол ставим. Баштыны. Баштити. Монешме лавкаиш, книга баштити, то есть я его заставила купить мне книгу. Да. Мгм. Так, и беркуметес, да, и у нас последнее. Пукыны – это сидеть. Пукщины, а мы это не делали? Нет, Пукщины, это не то есть делали. пукыны – это сидеть, пукщины – сесть, пуктыны – посадить, пуктытыны – заставить посадить, и пукщитыны – заставить сесть. Ну, сейчас разберемся вместе. Тёма, попробуем? Ну да, давайте, конечно. Иван. Мон Джек щорин гош ящик кыса. Я... Джек это каша ведь? Нет, джук – это каша. стол. Джек Стол. – это стол. Если бы вы посмотрели этот смешной ролик, который я в Инстаграме присылала, я обхохоталась. Там про Джек Воробей. Типа, «Че нормальный адями пьезлы Джек ним что-то зелепонос». Типа, какой нормальный человек назовет своего сына стол? Ну, типа, Стол. Джек. Хорошо, хоть не пукон, хорошо, хоть не стул. Да, смешно. Вот, Так. то есть я сижу за столом пиша. То есть здесь надо Пишу, я наверное, сижу. сидя за столом.
Ну, как бы тут наоборот, но на русский лучше перевести, как ты сказал, да. Так. Какой здесь глагол был? То есть я сам по своему желанию сижу, никто меня не заставляет. Пукшины. Нет, я сел писать, а тут сижу. Ну просто пуканы тогда. Да, пуканы, и я это делаю сейчас, в настоящее время. Пукишко. Шонер, да, всегда держите в голове, наверное, все уже знаете фразу «Монтоне яратишко», да, что у нас должно быть «ишко», «пукишко», «яратишко» и так далее. Угу. Дальше. Так. Куноме Джек Щоры Эти. Угу. Я моего гостя позвал сесть за стол. Позвал сесть. Не посадил, а позвал сесть. Пуктыте. Если бы не было ти, то тогда было бы нормально. То есть я посадил своего гостя за стол, но тут я пригласил его сесть. То есть пуканы это сидеть, пукщины сесть. Угу. То есть второе должно быть Да. во множественном числе. Нет. Просто тут начальная форма. Я позвал сесть. То есть как в русском языке начальная форма. Куноме Джек Щоры Пукшины Эти. Шонер. Так. Угу. Эше пойматыса моне пукон выле. Меня на стул, друг мой, с удивлением. Усадил. Да. То есть заставил меня сесть. То есть тут два компонента должно быть. Сесть как бы шк, да, вот это возвратный суффикс. Еще и т, заставить кого-то. Какой из вариантов? У нас осталось пуктыны, пуктытыны и пукщитыны. Пукщитыны тогда подходит. Да. Угу. То есть эшемон поймыты самоне пукон выле пукщитиз, например, да, заставил сесть меня на стол. Ой, да, на стул. Угу. Так. Джек выле щион. Щион юон. На стол еду ставим, например, да? Пуктыса? Пуктышком, например, пукти, в зависимости от того, третий глагол здесь будет, пуктыны ставить, то есть пукны я сижу, пуктыны поставить. Угу. Джек выле вазаен щачка но пукты те. Пукты ты, да, я заставил там поставить на стол вазу с цветами, то есть цветы в вазе. Угу. Умой. Так, таобаджим, да, я понимаю, что это было тяжело и сложно, но просто знаете, что есть вот такие глаголы. Вот. Для тех, кто прислал, я посмотрю, я не успела сегодня посмотреть ваши тексты, вот Catch на обед, непременно посмотрю и отправлю вам комментарии. Еще у нас было Педор, да, Педори на горе, но давайте его... Да, его уже оставим, просто я вам пришлю оригинал, и вы почитайте оригинал. Вот кто сделал, тот молодец, кто не сделал, ну что ж, вам повезло. А вот Пидори на горе я на прошлый урок сделал. Молодец. Какой молодец. Вот, себя можно будет перепроверить, я вам отправлю оригиналы. Вот, а сегодня я хочу, чтобы на последнем уроке мы еще с вами немножко пробежали, как бы в целом по грамматике. Вот сейчас я вам, ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы остановиться на глаголах, потому что
Вы видите, да, демонстрацию, или у меня выключено? Да, видим. Видели минуту. Видели? Ай, минуту. Сейчас. Это очень грустно звучало, последний урок. Ну, так, вот, но мы же с вами не расстаемся, это просто урок последний, тем более лето, надо немножко отдохнуть и летом. Смотрите. Оля, такой короткий вопрос. А это урок последний в этом курсе или последний вообще? Вот будет ли, может, новый курс там в этом следующем? Ну, мне кажется, что постпредство не планирует, вот, и я думаю, что мне тоже надо такой небольшой творческий отпуск взять, вот, но мы с вами, если у вас есть желание продолжать, то мы можем рассмотреть такой вариант, что, например, мы будем брать какие-то тексты, и вы их будете читать, и мы их потом будем обсуждать, ну, там, допустим, раз в 2 недели, да, там, или встретимся, или созвонимся, ну, как-то вот так, в таком формате. То есть перейдем уже от грамматики к чтению текстов, потому что мы изучили как бы базовую грамматику всю. И вам сейчас надо просто уже разговаривать и читать, да, чтобы лексика набивалась, чтобы вы узнавали эти грамматические формы в тексте. Ну, то есть уже нужна практика, вам уже нужен как следующий шаг. Вот, может быть, какой-то клуб сделать с носителями языка. Но это в первую очередь, конечно, от вашего желания. То есть, есть ли у вас эта потребность продолжать что-то связанное с удмуртским языком? Потому что если даже постпредство не будет продолжать, а я думаю, что они не будут продолжать, потому что... А они уже точно сказали или еще нет? Ну, нет, как бы вам, ну, в данном случае вам надо проявить инициативу, то есть как бы отправить запрос не мне, а вам, да, то есть что мы хотим продолжения курса. Ну, мы соберем петицию, да. Потому что у постпредства позиция такая, что там должно быть минимальное количество людей, там не менее 10 человек в группе, это первое. Второе, что, ну, как бы изучать язык 2 года, потому что в Удмуртии удмуртский изучают 3 месяца. 3 месяца. Серьезно? Оля в Башкирии до 8 класса. Нет, я про... 8 лет. Не-не-не, я про не обязательное изучение, а я про... Вот в Ижевске есть курсы удмуртского языка, как вот у нас с вами в Москве, но они изучают 3 месяца. И вот когда... Летние, наверное. Что? Летние курсы. Я, честно говоря, не знаю, что можно за 3 месяца изучить, ну, как бы вообще. Либо это надо быть какими-то... Ну, может, они по 2-3 раза в неделю занимаются? Нет, там максимум 2 раза, и, ну, просто не дают больше. То есть, как бы говорят, 3 месяца и все. Вот у нас, когда мы занимались с Марк, Юля, когда вот начинали изучать, у нас тоже было такое, что до Нового года нам сказали, да, как бы нормально, а после Нового года нет. Как бы давайте за свой счет студенты пусть там платят преподавателю, мы вам предоставляем помещение, а вы уже как-нибудь сами. То есть, что, ну, политика была такая, что надо новую группу уже набирать после 3 месяцев. Мы можем притвориться новыми учениками. Вот. Ну ладно, это обсуждаемо, и мне кажется, что если у вас есть запрос, то можно попробовать обратиться в постпредство, что вы хотите продолжать и так далее, вот. Как бы, чтобы это не от меня исходило, а от вас. Чтобы запрос был от общественности. Хорошо. Вот. Мы за. Да, итак, давайте про глаголы, да, вот вообще удмуртский, не знаю, ощутили вы это за время курса или нет, что он очень глаголоцентричный. То есть очень много причастий, очень много депричастий, от глагольных существительных и так далее, да. Ну, естественно, у нас и падежей много, но это одно. А вот именно, что разных форм депричастий, даже одних мы посмотрели гораздо больше, чем в русском языке. Что касаемо глаголов, да, главное, что вам надо запомнить, что у нас все глаголы удмуртского языка можно поделить на 2 большие категории.
на глаголы, которые заканчиваются на «ины», и на глаголы, которые заканчиваются на «аны» и «яны. Да? И мы будем работать в большинстве случаев с короткой основой, то есть будем отсекать «ины», да, и будет оставаться короткая основа, которая заканчивается на согласную. Либо в случае с «аны» и «яны» мы будем работать с основой, которая заканчивается на гласную, либо «а», либо «я», как в глаголе «яны», например. Да? Вот, что мы можем построить, чему мы с вами научились за год, что мы с вами можем построить от основы глагола. Да, мы с вами можем построить будущее время. Я отдельно еще посмотрю, еще с вами пробегусь по нему. Мы можем построить настоящее время, да. Вам в качестве такой подсказки, как я уже сегодня сказала, вы знаете, все у вас, наверняка у всех уже вот сидит в голове эта фраза «монтоне ярат ишко», да, ишко, вот это «шко», что это показатель настоящего времени, что его вот, всегда, вот вспомнили «монтоне ярат ишко», значит, «шко» будет во всех формах настоящего времени для меня, «мон», да. Дальше мы можем построить сослагательное наклонение «сал», да, я бы сделал что-то, я бы пошел, я бы понимал, я бы поел и так далее. Да? То есть будущее, настоящее, прошедшее мы можем построить две формы: очевидное прошедшее, когда мы были свидетелями действия, и неочевидное прошедшее, да, которое происходило, либо мы неосознанно к этому действию относились, да, я уснул, я забыл, да, то есть случайно это произошло, либо мы не были свидетелями того, что происходило, да, поэтому сюда хорошо ложатся формы, когда там Петр Ильич Чайковский родился, мы не были свидетелями этого события. Вот. И тут неочевидное прошедшее в третьем лице, да, суворбишке, например, он родился, будет совпадать с причастием прошедшего времени и отглагольным существительным, об этом тоже еще отдельно поговорим. Да, то есть у нас две основные формы прошедшего времени, очевидная и неочевидная. И от них мы уже строим сложные формы, да, длительное, многократное, прошедшее и так далее. Но вот эти две формы, они базовые. Дальше мы строили с вами деепричастие, каким образом, да, то есть оттенок основному действию придается за счет деепричастия. Дальше у нас были с вами причастия. Причастие качество объекта, качество предмета дает. То есть прилагательные причастия, они выполняют функцию определения. Дальше у нас было две такие конструкции, которых нет в русском языке: хочется, не хочется. Да, когда мы делали отглагольное существительное плюс фиксированный, законсервировавшийся глагол поте ук пот. Хочется, не хочется, да, тоже обсудим еще отдельно. И конструкция надо, не надо, мне надо пойти, мне надо поесть и так далее. Вот оно, йоно, но, которая равна конструкции начальная форма инфинитив плюс форма куве. Инфинитив куве или куве был, да, если отрицательно. И повелительное наклонение, пусть он идет, иди и так далее, да, то есть вот это у нас повелительное, когда кого-то что-то заставляем делать, да, ну и соответственно у нас еще мы вот с вами строили разные глаголы, каузативные, да, когда мы заставляем кого-то что-то делать, но это немножко другая история, то есть здесь именно вот речь о том, какие мы отдельные конструкции, время и разные модальности можем построить от основы глагола. Да? Сейчас более предметно посмотрим вместе с заданием. Да? В настоящем времени, вот как я уже вам сказала, да, это базовое время, естественно, которое вам в первую очередь надо научиться употреблять. Значит, здесь опять-таки мыслим в формах глагола, в типах глагола. Первый тип и второй тип. Да, как я уже сказала, в первом типе у нас
мы используем короткую основу, которая заканчивается на согласную. И нам очень важно знать, на какую согласную заканчивается основа. На мягкую, на твердую, или на гласную «у», да, или на гласную «и». Почему? Потому что у нас будет от этого зависеть форма суффикса, то есть какой суффикс мы поставим. Да? Вспоминайте, если у нас глагол заканчивается на твердую основу, на твердую ДЗЛНСТ, то мы на письме выберем вариант с «и» с двумя точками, как в глаголах «улышко». Да? Глагол «улыны» – «жить», «я живу улышко». Во всех остальных случаях будет просто «и». Мы не можем «и» с двумя точками ставить после других букв. Она встает только после твердых ДЗЛНСТ. Во втором лице у нас буковка Т. Вот здесь вот буковка Т, Д у нас просыпается, скажем так. Это показатель второго лица. Всегда буква Д будет у нас встречаться. И, соответственно, здесь тоже выбор «и» с двумя точками, если это была твердая основа. В третьем лице единственного числа мы после твердых ДЗЛНСТ ставим да, как в глаголах «уле». И также после основ на «у», «ю» мы ставим как в глаголе «юэ» – «он пьет». Угу. Во множественном числе не забываем ставить показатели лица «мы», «ды», а во множественном числе в форме «соос» мы ставим после мягких ДЗЛНСТ вариант «ё» и после основы на «и». То есть здесь уже вопрос после мягких, да, то есть тут твердое ДЗЛНСТ уже нам не интересно, нам во множественном числе важно уже мягкое ДЗЛНСТ и основа на «и». После них мы ставим «ё», да, как в глаголе, например, «и жены спать», «сос» и «ё», они спят. «Щины» глагол, да, заканчивается на «и» основа, «сос», «щиё», они едят. Угу. Вот, да, смотрим первый тип спряжения, второй тип спряжения. Второй тип спряжения, он гораздо легче, потому что у нас там на гласную заканчивается основа, и мы к ней просто добавляем суффикс «шко», «шкод», «шком» и «шкоды» и во множественном числе «ло». То есть здесь выбора никакого нет. Тут всегда будет «шко», «шкод», «шком» и «шкоды» и «ло». В единственном числе в форме «со» вообще будет нулевая основа. Да, то есть еще раз, у нас в форме мон шко или ишко, в форме тон ишкод или шкод, в форме со либо нулевая для второго типа, либо е, да, в зависимости от того, твердая ДЗЛНСТ на конце, основа на ую или все остальное. Форма ми ишкомы, шкомы, ты ишкоды, шкоды, и соос о ё вариант. Угу. Вот, то есть здесь просто запомнить, зазубрить, вот, все это в текстовом виде, то, что я вам озвучила. Да, давайте сейчас попробуем сделать самостоятельно, да, я иду, то есть хожу, да, глагол ветвенный ходить, я вижу, я понимаю и так далее. Угу. Давайте делаем самостоятельно. Я вам даю полторы минуты, ну 2. И потом мы вместе с вами проверим. Угу. Баламона, понятна задача? Алло. Да, понятно. Мы Да, просто звук выключили. Да. Мне в какой-то момент надо будет на 3 минутки отлучиться, не знаю когда, потому что я дежурная на работе, и мне надо будет выпустить людей. Вот. Но мы пока сами работаем. А мы поболтаем потом, пока ты будешь ходить. Вот.
Так, монтатын, все в порядке. Так, ну что, ойдовочком, давайте посмотрим, да, утвердительная форма трех глаголов. Надя, Куцка, пожалуйста. Мгм. Мон ветлышко, тон Какой ветлышко, вариант? то ветле. И А? почему? Какой вариант? Ишко или что? Ветлышко и с двумя точками, потому что основа на Л. Да, на Ветлышко. твердую ДЗЛНСТ. Угу. Здесь у нас во втором лице как будет? Ветлышкот, ветлышкод, то ветле. Почему? А вот здесь у меня с этим проблема. Тут я не объясню, я просто помню. Советле у нас конечная твердая ДЗЛНСТ, Ага. поэтому вариант Нам надо показать твердость этой Л на конце. Да, то есть у нас для твердости используется. И плюс еще будет в таких глаголах, как юны, пить, после ю использоваться, и после у. Это как исключение, да? Ну, просто запомнить, что юны глаголы, которые оканчиваются на основа на у, ю. Юны, юны, виен, нет, виены нет. Юны, что такое? Вот, юны, нуны и так далее, которые на у или ю заканчиваются, они в третьем лице тоже будут требовать Дальше ми. Ветлышко. Ветлышком или ветлышком? Да, у нас длинная основа тоже может встретиться. Си ветлышкоды. Да. Здесь у нас никак факультативно «ы» нельзя поставить, иначе у нас совпадение двух форм будет. И то светло. То светло, да. Здесь у нас вариант «о» в большинстве случаев будет, потому что «ё» у нас идет после мягких ДЗЛНСТ, «ё» после мягких ДЗЛНСТ и основ на «и». Да, например, щины, виены, глаголы и так далее. Умой аджины, Тёма. Мон аджишко. Какой вариант будет использоваться? И с двумя точками или? Нет, с обычной и. И почему? Малы, почему? Ну, потому что нету твердых ДЗЛНСТ. Да, потому что не твердая ДЗЛНСТ. Дальше. Тон аджишкот. Тон аджо. Со. Со, точно. Со аджо через е. Адже. Ну да, адже. Ми аджишкомы. Или аджишком. А почему, кстати, и в скобках там было в примере? Потому что она чаще всего опускается в разговоре. То есть мы говорим не аджишкомы, а аджишком. А как правильно? Литературно нормированно будет с «ы», а в разговоре будет без «ы». Вот так. Почему это происходит? Потому что у нас нет совпадения с формой «мон». Да, вот тон и ты, они тоже похожи, поэтому тут «ы» обязательно, это маркер множественного числа. Понятно. Мон и ми не совпадают, они разные, поэтому тут можно опускать «ы», и не будет совпадения двух форм. Ты аджишкоды. И соос аджо. Да, вот здесь вот так будет писаться. Шонер. Валаны, Артем. Мон волочко. Шонер. Второй тип движения. Ага. Тон волочкот. Со вала. Шонер. Ми волочком. Ты волочкоды. И соос валало. Шонер, да, тут вот во втором типе у нас
ло будет на конце. Тоже мой. Да, отрицательную форму еще повторим. Значит, в отрицательных формах в разных временах в удмуртском языке разные частицы используются. Мон уг, тон уд, со уг, ми у, ти уд и соос уг. Да, то есть 3 раза уг встречается, и 2 раза уд, и 1 раз ум. И если внимательно посмотрите, тут снова идет повторение, вот встречаются те же самые буквы, да, для формы тон и ти, та же самая д, встречается для формы ми, встречается форма на м. Да? То есть, и мы очень кратко можем ответить на вопрос, если кто-нибудь спрашивает, ты хочешь есть там на чьемет потеа уг? То есть вы можете за счет вот этих частиц дать ответ нет, не хочу. Да? То есть здесь смотрим, что у нас было. Улышко, угулышко, улышкот, удулышко, уле, угулы или угул. Тут можно кратко использовать форму. Улышко мы, улышке, улышкоды, удулышке, уло, угуло. Да, что здесь характерно? Да, и то же самое с глаголом верашкны. Там, где у нас было ишко, там у нас в единственном числе будет ишкы. В единственном числе отрицательной форме будет ишкы, а во множественном числе ишке. Да? И множественное число форма соос будет совпадать утвердительное с отрицательной. В отрицательной мы только добавляем частицу уг. Да? И здесь у нас в единственном числе у нас здесь будет основа, то есть улыны, да, мы отсеклены, и у нас осталась основа улы, угулы. Верашкны отсеклены, и осталась основа на гласную верашка, и к ней добавляем отрицательную частицу. Угу. То есть там, где ишко было, там теперь ишка. Там, где во множественном числе ишко, ишко-то там у нас ишке будет. И за счет частицы впереди идущей у нас получается разница между ми и ти формой, да? Угу. Так, ну и во втором типе спряжения валашко угвалашка, валашкот удвалашка, да, то же самое. Шко меняется на шкы. Здесь было ишко на ишкы, а здесь шко на шкы. То есть просто начальный, то есть первый гласный и здесь нет, и все остальное то же самое. В третьем лице вала, угвала, абсолютное совпадение, просто частица в отрицательном добавляется. Валашко мы, валашке, валашкоды, удвалашке. Здесь тоже в отрицании, во множественном числе у нас шке, да, в единственном числе шкы, а здесь шке. И во множественном числе в форме сос идет тоже совпадение ло, ну и, соответственно, отрицательные частицы только. Итак, давайте попробуем, я утвердительно хотела сделать. Давайте попробуем сделать глагол, вес луны, да, в отрицании. Попробуем сделать. Даю вам 1,5 минуты. Ужашко.
Мгм. Ой, да лучком, давайте посмотрим. Надя, давай. Я не собираю землянику. Мне кажется, я неправильно написала, сейчас буду исправлять. Мон уг узыяны, там получается то же самое, как на А, да? Да. Да, Узыяны, на аны яны. Мгм. Мон уг узыяшкы, нет. сон уд узыяшкы, то же самое. Нет. Со уг узыя, Да, то есть тут совпадение абсолютно. узыя. Соузыя, он собирает землянику, и Мгм. соугузыя, да, то есть у нас здесь еще забыла подчеркнуть, что у нас здесь ударение на первый слог. Угу. Ми, Ми узыяшке. узыяшке. Угу. Пи, Ти уд узыяшке, то же самое. ящики, ожи. Да, то есть здесь во множественном числе ящики. Угу. Мгм. И соос уг узыяло. Тоже абсолютно совпадает с утвердительной формой. Сосу заяву они собирают землянику, сосу гузаяву они не собирают землянику. Умой. Так, Тёма, попробуешь? Да. Мон уг ветлычки через и с двумя точками. Нет. Тон уд ветлычки. Угу. Со уд ветлы. Уг ветлы. Да, у ветлы. Ми ашмиоз ветлычке. Нет. Ти уд ветлычке. Соос уг ветло. Угу. То есть ветло они ходят, сосу ветло они не ходят. Да, умой. Ашмиоз вот здесь, да, просто если об этом не говорила. То есть есть форма ми, это мы и они, а ашмиоз это мы с вами, Без как бы них. более, да, как бы более такой закрытый круг людей. Угу. Так, орчем новоно, да, будущее и прошедшее время, тоже бегом посмотрим. Значит, здесь для прошедшего времени, как я вам говорила, для первого типа эта буква, маркер будет буква И или И с двумя точками, да. То есть здесь у нас тоже глагол витюны, ждать, мягкая основа над ти, поэтому здесь везде будет И, не с точками, а просто И. Мон вити, тон витит, со витиз, ми витим, ти витиды, сос витизы. Да, везде у нас и буковки, показатели лица все те же самые. ДЗ, мы, ДЗ. Угу. Будущее витё, да, витёт, витёз, витёмы, витёды, витёзы. Как вы видите, разница только в одной букве между прошедшим и будущим временем. В прошедшем у нас И, а в будущем после мягкой основы у нас вариант на ё. С твердой основой, например, глагол вычтены, у нас будет в прошедшем времени И с двумя точками, а в будущем будет О. А дальше вот эти показатели лица, да, суффиксы, они будут все те же самые. Во множественном числе у нас будут везде на конце «ы», за исключением формы «ми», «ашмиос», потому что здесь она факультативна, нет совпадения с формой «мон», и для лаконичности наречия мы можем сказать без «ы» варианта. Угу. Ну что, давайте попробуем. Глагол вунетыны забывать. Сделаем утвердительную форму. Глагол заканчивается на твердую Т. Я забыл, ты забыл, я забуду, ты забудешь и так далее. Попробуем. Давайте ужачком. Минута над жены, 1,5 минуты.
Угу. Так, умой, ой, дочку. Угу. Так, давайте так посмотрим лучше. Артем у нас остался, давай. Мгм. Я забыл, ты Мон, забыл. да, мон вунети, Вунети. тон вунетид, со вунетиз, Угу. ми вунетимы, ты вунетиды, Угу. и суос вунетизы. Угу. Тоже мой. Это случайно только красный цвет, он ничего не означает. Угу. Умой. И Тёма, давай тоны. И будущее. Мон вунето, Угу. тон вунетот, со вунетос, Угу. ми вунетомы, Угу. ты вунетоды и соос вунетозы. Нет, тоже мой. Хорошо, нет. Так, в прошедшем второго типа и в будущем, что здесь у нас происходит? У нас здесь нет уже вот этой буковки «и», да, во втором типе. У нас здесь можно сказать, что сразу идут показатели лица, они сразу добавляются к основе. Ужай, ужат, ужас, ужаму, ужады, ужазы. Только в первом лице в форме мон у нас и краткая должна добавиться в прошедшем времени, а дальше уже показатели лица. То есть если у нас для формы первого типа было, что мы добавляли «и» или «и» с двумя точками перед показателями лица, да, суффиксами «дз» и «мы», «дз», то здесь у нас ничего не надо. В будущем у нас везде будет добавляться «ло», суффикс «ло», и к нему будет дальше добавляться показатель лица «дз» и «мы», «дз». Да, то есть здесь как бы ничего сложного, просто надо запомнить эти схемы. Вот, ну что, давайте тоже полторы минутки, и я вам даю глагол «валаны». Да, кружочком. Угу. Надя, ой, ручку. Угу. Так, сейчас. Ага. Валай. Мон валай. Тон валат. Со валат. Угу. Ми валамы. Угу. Си валады. Угу. Соос валазы. Шанер. И Артем, Гоно, будущее. Мон валало, Угу. тон валалод, Угу. со валалоз, ми валаломы, ты валалоды, и соос валалозы. Валозы. Да, валалозы. Угу. Тоже мой. Очень хорошо. Так, что касается
Отрицание. Отрицание. Вот смотрите, да, частицы вот эти отрицательные во всех временах свои. Да, они там будущее, настоящее немножко совпадают, но все же. Вот, и прошедшее время, соответственно, у нас здесь ой, эд, эс, в будущем уг, уд, уз, уд, уз. Да, то есть, видите, здесь прям повторяются «ме» есть в первом лице множественного числа, «д» везде есть во всех временах во втором лице, и «з» у нас есть и в прошедшем, и в будущем времени. А в настоящем у нас чаще «уг», да, то есть там, где в будущем «уз», в третьем лице, здесь у нас «уг» формы. Но их тоже просто надо запомнить, да. Значит, здесь у нас прошедшая, главная вот эта частица, чтобы была правильная, да, а дальше уже основа, что в прошедшем, что в будущем идет одна. По сути, это для единственного числа, это основа, мы отсекаем «ны», да, и у нас остается основа. Мона ищи, тон отщи, сос щи, мон укщи, тон укщи, сос щи. И во множественном числе «е» будет везде на конце. То есть в единственном числе для первого типа будет «ы» на конце, либо вообще она факультативная, можно просто основу без нее использовать. Вот. А во множественном числе будет вариант с «е». Для второго типа глагола здесь тоже берется основа, но во множественном числе обязательно «л» надо добавить. В остальном все как бы так же совпадает. Угу. Ну что, давайте попробуем сделать форму дышецканы будущее, утвердительное и отрицательное. Да, даю вам минуту времени. Работаем. Да, тут частицы надо главное вспомнить. Дать вам подсказку или... Да. Да. Можно на тот слайд, да. Так, ну мы нам дорыбрис. Все, у меня закончилось. Давайте. Так, кто у нас сейчас будет? Давай, Тёма, ты. Утвердительное — это то, что не отрицательное. Да, А в каком времени? будущее. А, Вспоминая «о», да, это у нас первый тип глагола. Да, Здесь дышецко, дышецко. тон дышецкот, со Дезес, дышецкос, дышецкос, ми дышецкомы, ты дышецкоды Мгм. и соос дышецкозы. Угу. Тоже мой. И отрицание, да, делаем. Будущее. Так, ук дышецк, ут дышецк, Угу. уз дышецк, да, также дышецк. Да, правильно, везде и тут, а во множественном числе будет везде основа на Е. е, да? Угу. Дышецке, уд дышецке и уз дышецке. Нет, тоже мой. Угу.
Так, и еще хотела отрицательно, чтобы вы сделали. Вот, и прошедшее время. Тут уже все, ответы даны. Давайте глагол «малпаны». Да, будет по такому же типу. Малпаны — подумать. Я подумал, ты подумал, я не думал, я не подумал, ты не подумал и так далее. И тоже один минут чуточку. Угу. С прошедшим, да? Прошедшее, да. Теперь прошедшее. Ага. Угу. Так, ойдове учкон, ойдове учкон. Так, давайте Артем. Угу. Утвердительное. Мон малпай, Да, я подумал или подумала. тон малпат, Угу. со малпас, ми малпам, ты Угу. малпады, соос малпазы. И, соответственно, тоже основа, точнее, факультативная «и» может быть. Угу. И отрицательно. Ага. Эй малпа, И малпа. Угу. эд малпа, Нет. эз малпа, эм малпале, Малпале. эд малпале, Угу. эс малпале. Малпале. Угу. Тоже мой. Ладно, я вас больше не буду мучить. У нас сейчас в завершении будет квиз. Да, тоже по глагольным формам. По сути, мы все так недавно проходили и причастие и прочее, поэтому это все вроде как относительно свежо. Значит, давайте приходите все на квиз. Я сегодня в игре. О, Ура! супер! А то нас тут 3, человека. Да, тебе надо будет зарегистрироваться. Я постараюсь побыстрее. Ждем. Да, кто-то один подключился уже. Тут же через контакт можно, так что все быстро. Да. Можно. Тем более ты не Марк. Что вы против имейте Марку Марка? передаем привет, потому что он просил запись. Он будет смотреть эту запись. Марк, мы по вам скучаем. Так, у нас 4 человека, все, значит, запускаю игру. То есть тут будут разные формы глаголов, в том числе то, что мы сегодня не освежали, но я надеюсь, что это свежу у вас еще. Хоть с кичком. А уже все время закончилось? Нет, Ой. надо выбрать. А, Все правильно. Да, то есть мон мыничко, мон мыно, мон мыни. Угу, тоже мой.
100%. Да, глагол вожжены. Мягкое мы держим. Ой, а я не успела ответить. И я такая же фигня. Зато у нас результат 100%. А как так? Не знаю. Видимо, из ответивших хорошо ответили все. Ой, надо что-то угодно нажимать. Блин. Да, почему здесь? После ю не может быть и с точками, только после твердых беззонных языков. А, точно. Да, вспоминайте будущее, второй тип. Артем просто в лидерах сегодня. Он тренировался, видимо. Ничего себе. А, Мон будущее. Малкай – это прошедшее, да, будьте внимательны. Угу. Это что-то сложное. Штаны. Он напоил, было бы щектаз, да, он всегда в прошедшем «з». И он напоит будущее, тоже «з» было бы. А, ну да. Мгм. Чуть сложные пошли вопросы. Читающий, да, ищет у нас всегда деятели указывает. Кто Марк делает? Харыч. Дышетыщ, учитель, дышецкий учитель. Вспоминайте, надо. Книгалы Джем, он прочитал, оказывается, книгу. Книгалы Джем, книга прочитанная. Да, Книгалы Джем, это неочевидное прошедшее. Надин наступает на пятки Артему. Да. Берегись. Ого. Да, Лыджонокать. Угу. Лыджим ты не прочитанная. Лыджем книга прочитанная. Ой-ой-ой. Это очень сложно. Ага. Это вспоминайте причастие. Тут даже по местоположению можете определиться. Да, шинмаш кымон и мон это всегда был, как в английском understandable. Мгм. Правильно, ищем звук от. Тут за счет уга. Угу, Тотленд. Вспоминайте теперь, где причастие. Да, Пукщику, когда садилось солнце, они работали, а нам надо Да. до захода. А вот это уже обидно. Так. Да, Тут противопоставление основному действию. Вспоминайте значение этой формы деепричастия. А, Да, текстбук Яменужа нет, такого вообще нет. О, Рома вообще вырвался. Разогнался, да. это я просто угадал с буквами. Так. Тоже вспоминайте каждое значение. Без вот
Отсутствие. Жади то жаз до устали фотографировал. Ну вот, накаркали на Рому. Да, тоже нету чего-либо отрицания, что это и в падежах, и в глаголах это то же самое. В этой части. Тег, да-да-да. Да, Верочка Сапуке сидит, разговаривает как раз было бы. Да, и что у нас Ну последнее? все, Надю уже не обгоним. У меня детство в деревне прошло, вы что? Сейчас я похвастаюсь и провалюсь, всегда так бывает. Вот Дышицконо, потому что вот я провалилась. Блин. Дышицконо, наверное, да? Угу. Да, Дышетону надо учить кого-то. Угу. СК самому. На этой радужной ноте. Ой, пельнянь даже не хранится. Да, тут аккуратнее. Щишкны и щины. Разница. Ой, Ну да, да. щишкысал не может быть объекта, а щины есть объект, нужен объект. Точно. поздравляем Надю. Надя, поздравляем тебя, да. Надя. Таупаджимешьёс. Спасибо всем большое. Я с вами не прощаюсь, потому что я надеюсь, что с кем-то, с большей частью из вас мы все-таки сможем увидеться 12 июля в Коломенском. Ну, я сделаю событие, наверное, в ВКонтакте, да, или как-нибудь, в общем, начнем готовиться. Ой, здорово. Да. А чего, осталось-то немножко совсем. Ну да. Через Готовы. неделю. А можно фотки поделать, я хоть побуду с вами Да, постфактум. конечно. Может, мы даже онлайн стримить будем. О, Я точно с вами буду. Вот, ладно, Таубаджим Шутецкий. Ладно, Тау-баджим. спасибо большое, Тау-баджим. отдыхайте. И тогда до встречи в воскресенье. Но я думаю, что мы это все еще обсудим, кто несет, у кого какие есть спортивные снаряды и так далее. у меня Всё. появился Важадыр и Дечь перепечь. Вау, Ой. хорошо. Тоже мой. Ладно, все, Тау, Джечуэ, отдыхайте. Тау, Спасибо тау. большое.